Ассаламу алейкум. Витаю вас, друзья. Сегодня 1 сентября 2022 года. С вами снова я, Орти Аслан, на канале Аслан Арцуев и Реалити. Напоминаю вам, что я стрим сегодняшний перезалью на свой канал в YouTube Реалити. Друзья, мой канал постоянно атакуется, нас постоянно пытаются помешать нам вести нашу деятельность, поэтому подписывайтесь и распространяйте ссылку на наш сегодняшний стрим. Также ставьте лайки и задавайте ваши вопросы. Так, друзья, как обычно, хотел бы начать свой сегодняшний стрим со сводки с полей фронтов от Генерального штаба Збройных сил Украины. Потери очень большие, необычно, скажем так, большие, потому что за прошедшие сутки уничтожено 450, обычно в 2-3 раза меньше бывали потери у оккупантов. И вот нам сообщают Збройные силы Украины, что ликвидировано уже 48 350 оккупантов, 450 за прошедшие сутки, 1997 танков, плюс 23 танка за прошедшие сутки. Боевых бронированных машин 33 штуки, тоже это большие потери у оккупантов. Итого их стало 4345 боевых бронированных машин. 24 артиллерийские системы, это невероятно, сколько уже, смотрите, 23 танка, 33 бронированные машины, 24 артиллерийские системы, 2 РСЗО, итого их стало 1115 артиллерийских систем и 287 РСЗО. Антиаэркрафт одна штука сбита, 153 итого. 0 самолетов, 234, как и было, и 205, один вертолет сбитый. Общее число 205 вертолетов. БПЛА оперативно-тактического уровня 851, один беспилотно-летательный аппарат сбит, 2 штуки за сутки, 196 крылатых ракет всего, 0 за сутки, корабли-катера 15, 0 за сутки, 3 автомобильной техники и цистерны уничтожено, итого их стало 3239, 104 специальной техники и 1 специальная техника за сутки. С чем я вас всех и поздравляю, друзья. Бои идут очень сильные, мощные, и потери у оккупантов, конечно же, очень большие. С чем я нас всех и поздравляю, так как чем меньше будет преступников на этой земле, тем безопаснее будет жить людям на земле. В первую очередь нам, соседям, не посчастливившим, нам не повезло жить с этими мерзавцами по соседству. Так, друзья, пишите ваши лайки, ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Лайки вы можете ставить просто нажимая пальчиком на экран. Чем больше, как говорят нам в ТикТок, чем больше людей, чем больше будет лайков, тем большим людям будет рекомендован наш сегодняшний стрим. Так, как нам мои первые поклонники, это, конечно же, русские и подхолопные. Поэтому, как обычно, начинаются угрозы и так далее. Ну, что поделаешь. Это хорошо. Самые верные и надежные мои зрители, скажем так, являются подхолопники. Это запись или прямой? Нет, это прямой эфир. Супер, это прямой эфир. Дал мула, все будет ичкеля. Дал мула. Ассаламу алейкум, аш войл аслан дал это боль. Ва алейкум ассалам, сабусал ваш. Дели салам машал, войл маш. Масира бойлой. Дал это.
Итак, друзья, пишите ваши комментарии, ставьте лайки и так далее. Сегодняшний наш свой стрим я назвал а, Украина, Украина поддерживает, приютила русистов. И я вам скажу, это очень-очень плохой признак. Плохая очень украинская власть за русистов. Но это очень печально. Очень-очень. Давайте об этом поговорим. Мне нравится ход твоей мысли, Аслан. Всегда смотрю твои эфиры в YouTube. Дуже дякую, супер. Баркалон. Так, мы казахи вместе. Все ты правильно говоришь. Мукан. Спасибо, Мукан. Алла, Казахстан. Маршал ду Бамуцкий, братвагар Астан. Делир сала маршал ойл, Бамуцкая братва. Маш дойль. Маш дойль, да. Так. Пользователь поделился трансляцией. Наталья поделилась трансляцией, поэтому я тоже вас и попросите остальных сделать то же самое, говорят мне в ТикТок. Не знаю, видите вы это сообщение или нет, но вот прошу вас раскидать ссылку на наш стрим. Ассаламу алейкум, алейкум ассалам, это Машо, мы братья по вере. Да, именно так. Так, вот, супер, поделился трансляцией. Молодцы, делитесь, распространяйте. И, как известно, под Херсоном начались активные действия. Вот это нам еще показывает потери, подтверждает, что все очень жарко, все очень напряженно сейчас на фронте. Но это война. Истину говоришь, делаешь богоугодное дело. Баркал Мукан, Баркал. Так, друзья, но смотрите, я буду это говорить до тех пор, пока не дойдет. Украинские власти, это не касается Збройных сил Украины, и Валерия Залужного, которого я безмерно уважаю и считаю его, как минимум, Асланом Масхадовым, который также возглавлял наше сопротивление в военном плане в Генеральном штабе. И Валерий Залужный, а все военные, знаете, что мне нравится в военных? Мне не нравится профессия военные, мне вообще не нравится вот это работа убивать, скажем так, да, работа убивать. При этом я к воинам отношусь очень хорошо, да и к военным я отношусь хорошо, но я уважаю их за то, военных, чаще всего, за то, что они прямолинейные и честные. И в этом плане эти люди, можно сравнить с абсолютно порядочными, чистыми людьми. И, есть другая проблема. Военных очень легко обмануть. И то лицемерие, та ложь, двойные, тройные, пятерные стандарты, которые есть в политике, они для военного, прямого, честного человека очень сложны для восприятия, для понимания. Поэтому сейчас я наблюдаю, как на украинских телевидениях, я говорил про русских, которых Россия приютила, Невзоров, Пономарев, Муждабаев, кто там еще много, там полно просто людей, которые ведут информационную деятельность, которая на первый взгляд кажется очень полезной. Сейчас активно начали приглашать чеченоговорящих товарищей, все с бородами длинными. Я против бороды ничего не имею, но я имею против их деятельности, которую вели они до того, как сейчас начали поддерживать Украину. Раньше в поддержке Украины они замечены не были, но сейчас все почему-то стали проукраинскими, и Украина их приглашает, там они друг друга упоминают в стримах и так далее. Тем самым настоящих независимых
чеченцев, пытаясь тем самым маргинализовать, там, чтобы о них не было видно, слышно. Я, например, говорю о Янгулбаевых. Есть такие братья Янгулбаевы, которые к чеченцам, к Чечне, они сами у своих эфирах говорили, один из них говорил, три брата, по-моему, что их отец был судья, федеральный судья в Чеченской Республике во временно оккупированной Чеченской Республики Ичкерия. И они сами живут где-то в России. И вот в Новгороде, по-моему, они живут. Оксан, спасибо за подарки. И эти люди говорят, что она Чечня нафиг не нужна, мы уехали, не живем там. Их мать кадыровцы похитили. И как мы знаем, с советских времен, со времен большевиков, НКВД, судьи никогда в фашистской России не были независимы. Они всегда были под КГБ и ФСБ. И эти товарищи, вот один из этих братьев, прямо и рассказывает, есть видео в Ютубе, рассказывает, что их папа и вся их семья находились под защитой государства. То есть ФСБ их охраняла и всю семью охраняла. А он, вот этот Янгулбаев, не помню как его имя, это средний, по-моему, из них, он создал группу ВКонтакте, где он поддерживал мусульман, там выступал против, короче говоря, выступал за радикальный ислам. Просто задумайтесь на минутку, друзья. Сейчас они рамсанули с Кадыровым, это часто у них происходит, потому что Кадыров как бельмо на глазу, и они все потоки, все деньги Кадыров забрал себе, и остались разные ФСБшники, ГРУшники, которых Кадыров подвинул, так как у него прямой выход на Путина, и в этом плане с Кадыровым они ничего не могут поделать. Вот этого парня забрали, побили, там, такая вот разная ситуация, именно за то, что он писал. Но в отличие от других чеченцев, которые не имели папу судьи и не были защищены, не охранялись государством, эти люди сажались в тюрьмы, их убивали и так далее. Потом у них появился такой канал Адат, они называют его. Я это называю Рус-Адат. Адат это чеченский закон. А я это называю не чеченский закон, а русский чеченский закон, который эти люди используют на благо России для личного обогащения. И сейчас этих людей приглашают у вас. Их финансируют, они получают гранты, их поддерживают там разные русские либералы, которые нас на дух не переваривают. И вот, наблюдая за этим, мне очень странно, почему Украина, которая воюет, которая сражается, ведет вот такую деятельность этими людьми. Неужели так трудно разобраться в чеченском вопросе? Можно было, показалось бы, может быть, в начале, что... Сейчас, одну секунду, включу свет. Сейчас, секунду. Солнце зашло. И стало темно. И получается такая ситуация, что эти люди фактически одновременно, как русские либералы, работающие на КГБ, на ФСБ, на ГРУ, так и эти у вас там собираются, говорят от имени чеченцев. Это большая такая проблема, вы не можете этого не видеть. Нас немало, тех, кто говорит. Есть канал «Антитеррор», есть мой канал, много других чеченцев, которые говорят что-то. Но вот почему-то вот на них не фокусируется внимание Украины. И это очень печально, друзья, очень. Я удивлен. Но это наша проблема, это с чеченцами, мы их всех знаем, поймем. Ну и вы русских приглашаете, они у вас там гражданство получают. Самые отъявленные негодяи получают у вас гражданство, типа Невзорова, Пономарева и так далее.
Давайте об этом поговорим, задавайте ваши вопросы и так далее. Так, Дедик Хиль Масир, валейкум салам, ассаламу алейкум, Че Машуэль, 95 духвак. Пожалуйста, Че, ассаламу алейкум, алейкум салам. Убери, пожалуйста, 95. Ты же написал Че, уже понятно, что ты чеченец, волка поставил. Ты тройной чеченец, получается. Че у тебя 95 и волк стоит на вот так. Но 95 это русский номер, который тебе дали на зоне. Вот тебя в тюрьму засунули, нашу страну, и дали тебе номер. И вот вы поддерживаете, ставят 95 номер. Вот эту их нумерацию нам. Сундейла халат сахич, дадях 95. Малилди умш. Ассаламу алейкум, брат. Я всегда смотрю твои эфиры, всегда говоришь правду. Спасибо, юзер, спасибо. Обещаю говорить правду и ничего, кроме правды. Всех, кто поднимает Украину, на бойцы светла и добра. Да, это так, Петя. Но другой вопрос, что не все они это делают искренне. Делается для того, чтобы внедриться к вам. Всем здравствуйте. Здравствуйте, Оксана. Еще раз спасибо за подарки. Хасан, ассаламу алейкум, ва алейкум ассалам. Ты про Беслан расскажи. Я уже рассказывал. Если я сейчас начну опять рассказывать, тебе не понравится эта история. Вопрос. Вы поддерживаете Рамзана Кадырова? Говорит Хаз. Ну что за глупость? Что за глупость? Как я могу поддерживать предателя века просто? Как я могу поддерживать? Так, будь мужчиной, не говори по-русски. Ты хочешь сказать, если ты говоришь по-русски, ты не мужчина? Мне очень жаль, что столько людей в России не мужчины. Нисба асан баркал и топ лецен цунтях ел номерю. Нисба асан баркал и топ лецен цах ел номерю. Да, 95-й регион. Да, я не понял. А почему ты говоришь, ты на русском чешешь? Говори на мойве. Ну, на мойве я не умею разговаривать. Не умею разговаривать. А вот на русском, чтобы всем было понятно, я говорю. Да, не обижайтесь, что я немножко попользуюсь вашим русским языком. Немножко, пока вы не уберетесь восвоясь из моей страны, я буду пользоваться. После этого я вам вообще не нужен мне будет ваш язык, поверьте. Так, про самашки расскажите. Ну, про самашки можно рассказать, да. Нам сейчас тут задавался вопрос про Беслан. В Беслане убито 186 детей из 334 человек. У нас убито 42 тысячи детей. И разные люди, которые позиционируют себя какими-то защитниками русского мира, русской империи, нам ставят упрек, убитые их Путиным, их армией, их ФСБ осетинских детей нам ставят в упрек. До этого русские террористы убили 42 тысячи детей. Откуда у вас наглость, откуда у вас такая беспардонность? Вы, скоты просто, самые настоящие скоты. Этих детей в Беслане убил Путин. Вы спросите матерей Беслана, он вам расскажет, кто их убил. Единственное требование было тех, кто захватил школу тогда, было остановить убивать наших детей. Понимаете? 220 школ у нас, беслановских, если что. Так что, как говорят немцы, чус, асан, цогдог, цер, цоган, тиквак бехкан ахцен. Да, дал сову. Ассаламу алейкум, про Кыргызстан. Алейкум ассалам. Витаю, Кыргызстан. Прав, брат. Так, пользователь Марина поделилась, подписался на ведущих. Кстати, друзья, подписывайтесь на мой канал. Этот, кстати, канал тоже висит на волоске, друзья. Этот канал тоже получил уже много предупреждений.
Также у меня есть канал на YouTube, Reality называется. Этот канал запрещен на территории фашистской России. Кстати говоря, это тоже о многом говорит. Другие каналы не запрещают русскими террористами у себя в стране. Я имею в виду чеченоговорящие разные блогеров и так далее. Поэтому подписывайтесь, ставьте лайки и распространяйте ссылку на наш сегодняшний стрим. Слава Ичкерии! Лайтком, героям слава! Так, Глеб, спасибо за подарок, за кипончик. Так, люди сражались всегда за территорию, поэтому кто хочет получить землю, должен заплатить. Не понял. Интересно, да, логика, да, это право сильного, конечно. Мы живем в 21 веке, но это не мешает разным ублюдкам убивать людей в огромном количестве. К большому сожалению. Уже подписался, Лайткон. Спасибо. Вы настоящие мужики. Дуже дякую, Дё. Вот такая вот ситуация, друзья. Задавайте ваши вопросы. Давайте пообщаемся. Давайте я вам расскажу про взрывы домов 99 года. Это тоже очень интересная тема. И за этой темой маячат уши Патрушева. Также они маячат, то есть уши Патрушева, за взрывом машины Дугиной. За взрывом машины Дугиной. Так, вы ко всем русским относитесь плохо? Почитаю комментарии. Вадимка. Вадимка, нет, я не ко всем русским отношусь плохо. Это, конечно же, неправда. Как и очень многое, которое про меня говорят. Я отношусь плохо только к имперцам, к фашистам. Остальные русские для меня являются такими же людьми, как и все. Я отношусь так же. Если вы не претендуете на чужие территории, если вы согласны с тем, что вы захватили мою страну незаконно, сейчас воюете незаконно в Украине, незаконно Ичкерию захватили, Грузию, то у меня к вам вообще нет никаких претензий. Вообще русский я подразумеваю политический русский, то есть имперский русский. Все остальные для меня такие же люди, как и все. Ни в коем случае национализмом или русофобией не болею. А те русские, которые искренне честные русские, которые поддерживают Украину, поддерживали Ичкерию, эти русские для меня герои. Настоящие хорошие люди. Вот и все. Ни в коем случае я не отношусь плохо к русским только лишь потому, что они русские. Ни в коем случае. И у меня есть друзья русские. Витания с Хмельницкого. Витания Кальян. Да, по-моему, правильно прочитал ваш ник. Витания Хмельницкий. Витания. Вот такие вот, друзья. Ну ладно, друзья, я вам тогда лучше новости расскажу, чтобы было интересно. Потому что про взрывы домов я очень много рассказывал. У меня на канале есть очень много видео про это. Взрывы домов в 99 году. Я также очень много говорил и про Беслан. Поэтому давайте я вам прочитаю новости. Вы знаете, что сталинист Горбачев откинулся, ушел в мир иной и будет отвечать за все свои злодеяния. Так, читайте только то, что вам подходит, говорит Лёлька. Я читаю все. Не так много сейчас комментариев, поэтому я прочитал все. Все, что было написано, друзья. Так. Так. Что это? Так, пойдемте дальше. Ассаламу алейкум. Дядя Крыл хочу. Алейкум ассалам. Вы знаете, что у Дарьи Дугиной
известная под псевдонимом Дарья Платонова, как и ее отец, работают, судя по ее, в том числе псевдониму, работает на русского Фредди Крюгера Платоныча. Это Патрушев Николай Платонович. Вот они на них работают. Да, да, Самашки это лидицы. Знаете, очень... Ладно. Когда будет полное единство на Кавказе, и что для этого нужно, если не считать влияние России? Ну, полного единства я не знаю, когда будет, если честно, на Кавказе. Потому что Кавказ, он неоднороден. И пока там есть фашистская Россия, конечно, это не так все просто, как говорится. Не так все просто. Так, влияние России уйдет, мы договоримся. Но Россия пока не собирается уходить. А на Кавказе, кроме чеченцев, я не вижу ни один народ, ну, может, черкесы. Не может, а черкесы бы хотели бы дать. И то не те, которые на России живут, а скорее те, которые живут за границей фашистской России. Другие никто не хочет. Никто не хочет отделяться. Они не представляют, как они будут жить без фашистской России. А почему боишься? Я не понял, Лёлька, чего ты говоришь? Читаете только... Так. Аслан дал аттубал дейресхуль элла. Элла дейресхуль. Так, а почему боишься сказать? Явно ты не в Украине. Я что, говорил, что я в Украине? О чем ты говоришь? Я имею в виду и Кавказ, и Закавказье. Но это еще больше проблема, Кам. Не знаю я, конечно. Когда объединится Кавказ. Кавказ объединится, когда уйдет фашистская Россия. Фашистская Россия с Кавказа, вероятно, уйдет не скоро. Она уйдет с Чеченской республики Ичкерия. И нам придется строить свое государство пока одним. Но вот пока так, пока так. Так, друзья, вы знали, что каждый день, ну вы знаете, да, каждый божий день, ну, эти 6 месяцев, уже больше 6 месяцев, Арестович общается с Фейгиным, с Марком Фейгиным. А вы знаете, что Марк Фейгин в 1992 году воевал в Боснии? А вы знаете, что террорист Гиркин также вместе с Фейгиным участвовал в 1992 году в этой войне. И, скорее всего, они там вместе были знакомы и так далее. Вы это знали? Вот вам сообщаю, друзья. Марк Фейгин и террорист Гиркин вместе воевали в Боснии на стороне сербов. Так, пойдемте дальше. Также сообщаю, мне тут спрашивали, как я отношусь к русским там и так далее. Вы знаете, что враг русского народа, один из первых врагов, это провокатор войны Гиркин. Террорист Гиркин по кличке Стрелков, главный враг русских. Осенью 1999 года он участвовал во взрывах домов, когда были убиты 307 русских женщин, детей, стариков и мужчин. После чего фашистская Россия напала на суверенную Чеченскую республику Ичкерия. В 2014 году Гиркин принес новую войну русским, напав на Украину. Сейчас же, не сумев одолеть украинскую армию, Гиркин призывает объявить мобилизацию. Такой заступник русских. Сейчас все вот новую поросль русских 18-летних, 20-летних сейчас загонят в Украину, чтобы их там перемололи хаймарсами и другими новомодными штучками, которые есть у Украины. Итак, чеченская пословица гласит, обращаюсь к русским: мужчина не тот, кто смел, а тот, кто знает, кто его враг. Русские, когда вы станете мужчинами?
Когда вы поймете все в конце концов, кто является вашим истинным врагом, прикрываясь то, что они за русских, за Россию и так далее, и так далее. Ну сколько можно, да? Сколько можно вот так себя давать уничтожать? Так, слава Джохару Дудаеву, слава Зуяду Гамсагурде, героям слава. Желаю народу Чеченской Республики Ичкерия независимости, победы Украины. Дуже дякую, Марию Ерт. Дуже дякую, Эмин. Главный враг у русских алкоголь. Ну, я не сказал бы, что он главный враг, да, можешь не употреблять его дома. Так. Нет, пьют многие на самом деле, может так не спиваются, как это. И я бы не сказал, что русские особо так отличаются. Если брать по употреблению спиртного, то я думаю, что русские не на первом месте. Да, есть бедные районы, бедные небогатые люди в России, которые употребляют разную туфту. Это есть. Ну, алкоголь употребляют все и в огромном количестве. Я думаю, русские не на первом месте по употреблению алкоголя. Так, друзья. Еще одна была такая новость. Смотрите, это вот сейчас украинцы включаются в эту борьбу, сейчас уже всех это коснулось и так далее. Мы 20 лет этим занимаемся. Я всю свою сознательную жизнь нахожусь вот в этом русско-чеченском противостоянии и испытываю все вот их прессинги, все давление, которое они оказывают на себе лично, в том числе, и наблюдаю, как это происходило над моим народом. И нас обвинили, как вы знаете, в терроризме. Терроризм, нас везде преследовали, сперва нас поддерживали, потом вот те вещи, которые сейчас у вас происходят, вот с приемом вот этих этих Пономаревых, Невзоровых, Муждабаевых, вот этих всех людей, которых вы приютили у себя, пригрели на груди. Вот такие вещи потом уходят боком. Поэтому я пытаюсь предупредить вас. Мы тоже вели национально-освободительную борьбу, нас тоже во всем мире поддерживали и так далее, и так далее. Но долгие упорные труды фашистской России, КГБ, ФСБ увенчались успехом, и уже нас начали признавать террористами только лишь за то, что ты чеченец. Сперва в России, потом в советских республиках, бывших советских республиках, в том числе и Украина активно поддерживала. И сейчас, когда мы всячески пытаемся о чем-то предупредить, люди скептически относятся. Например, в 2014, даже в 2013 году, 2013, за год до начала у вас войны, я, например, сделал предположение, что у вас тоже будет война, и русские к вам вторгнутся. Я писал об этом, писал в интернете, я еще жил в Москве тогда, я писал об этом, потому что у меня была информация. А чеченцы очень активно русскими спецслужбами задействованы. Те чеченцы, которые воевали против чеченцев, я имею в виду. И они не всегда кадыровцы. Потому что нам вот представляют каких кадыровцев. Есть кадыровцы, есть ФСБшники, есть военные. Да? И они не все за Кадырова. Они даже такие кровные враги друг другу. Они друг друга убивают. Как известно, братьев Имадаевых, военнослужащих российской армии убил Кадыров. И так далее, и так далее. Короче говоря, у меня была информация, так как в чеченской среде это быстро все распространяется, и мне это было важно, интересно, я интересовался, и я знал, что у вас нагнетается криминогенная обстановка искусственно при помощи чеченцев. Они не кадыровцы были, это были российские военнослужащие, которые приезжали в Крым, продавали там оружие, переделанные эти пистолеты Стечкина,
травматические пистолеты переделаны под боевые. Потом они совершали разного рода преступления. И я, как адвокат, как юрист, очень часто ко мне обращались разные люди с вопросом, там, за помощью и так далее. И я собирал информацию, и у меня очень стала такая хорошо просвечивающаяся картина о том, что в Украине начинается такое чеченское дежавю, что было перед началом Первой русско-чеченской войны в Чеченской республике, Ичкерия. И вот, несмотря на это, украинцы, когда я писал, я в Москве находился, я не мог всего знать, я не мог откровенно все писать, говорить, потому что я находился под плотным колпаком российских спецслужб. Я это ощущал, я это видел, за мной следили, меня снимали, я это все прекрасно понимал. Но я был вынужден делать вид, что не замечаю, так как любое мое действие могло привести меня или в могилу, или же в тюрьму, несмотря на то, что я был адвокатом. И если бы это касалось только русских, России, то можно выехать из России и жить себе припеваючи. Ну, как я сказал, помогали все советские республики, Украина помогала, Беларусь помогала, Грузия помогала, выдавала, в том числе Саакашвили выдавал наших бойцов, которых убили. Саакашвили их выдал, их убили. Точно так же Украина выдавала, тоже бойцов убивали, сажали на большие сроки, ну и так далее. И не ограничиваясь только постсоветскими республиками, то же самое творили западные страны. Особенно это касается Европейского Союза. Арабский мир, наш родной, братский арабский мир, это вообще отдельная история. Таких мерзавцев и подонков просто найти невозможно. Они до сих пор продолжают заигрывать с Путиным и так далее. Хотя уже всему миру известно, кто Путин. Но и тогда было известно. Просто простые люди не знали, что в Украине, что в других местах пребывали в пропаганде под вот этим массированной пропагандой. Но при всем при этом, конечно же, власти и спецслужбы этих стран прекрасно понимали, что мы жертвы, что нас перемалывают. Но нас перемолоть не удалось и не удастся. Только Господь Бог может уничтожить нацию. А если нас не уничтожить, мы станем только сильнее. И мы сильнее, даже сильнее, чем были в начале 1994 года. Потому что мы знаем, кто наш враг, мы знаем его методы, мы знаем персонально, поименно преступников, и поэтому сообщаем об этом украинцам. И к некоторым вещам тоже относятся сейчас скептически. Например, я сейчас говорю про Пономарева и так далее. Я так полагаю, что есть люди, которые относятся серьезно к тому, что я сказал, и у людей тоже, видимо, схожи с моим восприятием, с моим, то, что происходит, анализом, который я делаю. Ну вот, я просто возвращаясь, это было такое вступление, возвращаясь в 2020 год, мне тут Facebook напомнил статью, которую я у себя опубликовал. Как вы думаете, вопрошаю я, извините, что цитирую себя, как борется с терроризмом генсек ООН Антонио Гутерреш? Знаете, да, теперь украинцы все его знают, он у вас к вам там прилетал, и когда он к вам прилетел после встречи с Путиным, бомбили Киев, как вы помните. Вы никогда не догадаетесь, говорю я. Он назначает русского террориста Владимира Воронкова, это 2020 год, главой контртеррористического управления ООН и своим заместителем. Контртеррористический центр ООН способствует международному сотрудничеству в борьбе с терроризмом и поддерживает государства-члены в реализации глобальной контртеррористической стратегии. Соответствующее решение принял генсек ООН Антонио Гутерреш. Он также назначил российского бандипломата своим заместителем в 2017 году, то есть уже после оккупации Крыма. На фото член международной террористической банды ФСБ и глава контртеррористического центра ООН Воронков. Ну вот вам пример просто, один из примеров мне просто Facebook напомнил, и я вам об этом рассказал. Друзья, это такая ложь,
просто это не передать словами просто, какая ложь и двойные, тройные стандарты в этом во всем. Так, главный враг у русских алкоголь. Так, это я читал, у них вера, вот так. А Россия теперь. Да здравствует свободная независимая Чечня. Амин, амин. Салам от батальона Джахара Дудая в Украине. Мелхи. Салам, Мелхи, салам. Маршо. Удеш душу, муаш душу. Слава Ичкерии. Слава героям, слава Ичкерии. Все будет Украина, иншаллах. Украина обречена, чтобы победить. Иншаллах, Элла, иншаллах. Украина победит. Украина не может не победить, да, Алмула. Но я вижу очень плохие сигналы, которые... Знаете, я еще и еще раз говорю. Чеченцы 3-4 тысячи бойцов гоняли как зайцев по полю эту российскую фашистскую армию. И их было больше, чем у вас. Джахар Дудаев говорил там о 250 тысячах, Шамиль Басаев говорил о 460 тысяч на загнанных всех, там вся Россия у нас. А так 5 миллионов человек прошло ротации через Чеченскую республику. Уничтожили мы их от 85 до 220 тысяч. Они у нас убили около, может быть, 10 тысяч наших воинов и около 300 тысяч граждан Чеченской республики Ичкерия, среди которых 42 тысячи детей. Вот такие были потери у фашистской России. Так, о чем это я сейчас? И Украина, я вспомнил мысль, мы победили на войне, на фронте, но проиграли в тылу. Украина, я этого боюсь. Я этого опасаюсь. Я очень-очень вижу плохие сигналы и симптомы. Так, Ахмад Сила, что будет с Казахстаном? Самоцдошу. Айщек дамуана такая. Задордон. Айщек дамуана. Так, не боишься, что тебя найдут? Я чеченец, а мы чеченцы ничего не боимся. Что за глупый вопрос? А найти меня нет никакой сложности. Я живу открыто в Германии, город Гамбург, Банд-Притон, посольство фашистской России, консульство Банд-Притона, филиал здесь в Гамбурге. Прекрасно знают, где я проживаю. ГРУ знает, где мой адрес. Они меня, когда предлагали работать на них, говорили, где я, в каком доме живу и так далее. Ну, тем самым пытаясь показать, насколько они там осведомлены. Я не скрываю, где я живу. Все прекрасно знают. Но все воля Аллаха. Суждено умереть. Умрем без проблем. Даже не пикнем. Так. Как хорошо, что есть такие адекватные люди. Спасибо, спасибо. Дуже дякую. Кто не понимает вас среди чеченцев, меня их просто жаль. Дуже дякую. А в Германии поэтому такой смелый. Да, поэтому Германия придает сил, рождается. Так, а здесь была сейчас представитель батальона Джахара Дудаева. Скажите мне, пожалуйста, Мелхи, могу я поговорить с кем-нибудь из вашего батальона, на интервью сделать? С Адамом, с тобой, не имеет значения, кто у вас там есть представитель, я бы хотел бы с вами пообщаться, если у вас есть на это желание. Так, друзья, пока Мелхи мне отвечает, я вам еще читаю. Читаю, но какие-нибудь интересные вещи. Так, Бион. Привет, привет, Рус. Так.
Так, нету, да? Ушла, наверное. Зашла, поздоровалась и ушла, Мелхи. Очень жаль, да. Очень жаль. Кэт Кинг. Да, именно так, Кэт Кинг. Друзья, пишите комментарии, ставьте лайки и распространяйте ссылку на наш эфир. Хотите оставаться с людьми в хороших отношениях, не мешайте им врать. Абсолютно. Это про меня, наверное. Меня уже тут 150 раз уже похоронили, ну, за то, что призываю не врать, да. Так, друзья, да. Так. Да, это про тебя точно сказал. Да, Эмма, это про меня, Дион. Это про меня, Дион, да. Ложь – это главная, самая главная скрепа России. Самая главная скрепа России. Без лжи они не могут жить, друзья. Без лжи они не могут, Леон. Это главное. Если в России один день хотя бы говорить правду, эта страна развалилась бы. Она бы, наверное, просто взорвалась бы. Да. Просто взорвалась бы. Человеку должно повести, тут пишут. От кого родиться, у кого учиться и на ком жениться. Повести должно, да. Это точно. Ти славний образец Ичкерии. Дуже дякую. Амаджоба, Грузия. Знаете, вот еще что. Считаю, Беларусь также виновата в этой войне. Что считаете? Ну, я не считаю, что Беларусь виновата. Я считаю, что были соучастниками. Да, непосредственно кто выдавал наших бойцов, которые есть. Именно ж поэтому сейчас украинская СБУ, например, пытается всячески через своих агентов не признать Ичкерию. Хотя нет ни одного документа, подтверждающий, что мы являемся частью Российской Федерации. Мы вышли из Советского Союза наравне со всеми остальными республиками. Автономные республики, союзные республики были уравнены права Верховным Советом СССР в 90-м году. В 91 году русский главарь Завгаев сказал, что да, мы не являемся частью РСФСР, и мы входили в СССР, но не были частью РСФСР. Из-за этого Завгаева у нас очень поддержали, очень там его на руках носили чуть ли первое время, когда еще не было все понятно. И потом, когда Советский Союз развалился, мы пришли чеченские демократы во главе с Джохаром Дудаевым, и мы отделились. И 3 года прожили независимо. Единственная наша разница в том, что Украина прожила 23 года независимо, а мы прожили 3 всего лишь года. И эти 20 лет дали мы, чеченцы, именно Джохар Дудаев и чеченский народ, и украинцам, и всему остальному миру. Поэтому мы не можем обвинять весь украинский народ. Да, люди несут моральную ответственность из-за безразличия, из-за наплевательского отношения к тому, что где-то идет война, убивать людей и так далее. Но вот разные СБУшники, которые брали
захватывали чеченцев и выдавали России пофамильно, да, они несут ответственность. Но это не та ответственность, которую несет, например, Россия и россияне и русские. Потому что, ну, получил СБУшник, мы же ему в сердце, в голову не залезем, за чеченцев он или против. У него перед ним лежит бумага, что нужно такого человека задержать. Он задерживает и передает, ну, закон. Имеется в виду в этом. Весь Запад так вел себя. И также вели себя и белорусы. Вот такая вот была ситуация. Поэтому украинцев мы винить не можем. Ни в коем случае. А Беларусь, руководство Беларуси, да, они несут ответственность. Не такую, опять же, как русские и россияне, а чуть другую. Но это другая история. Это мы будем преследовать только военных преступников и самых одиозных. Мы не будем даже всех русских, 5 миллионов человек у нас там, все мужское население России там побывало, что мы теперь всех теперь будем сажать. Нет, и даже к ним, даже к тем, кто оказывал, мы не можем просто физически. Нас всего миллион чеченцев. Не говоря уже о том, что наши службы специальные, там, прокуратура не будет составлять там и нескольких тысяч человек. Поэтому такая вот ситуация. Я кадыровцев не считаю чеченцем. Это предатели. У них нет исторической памяти и чести. Абсолютно, Кэткин, я с тобой согласен. Но мы, когда говорим кадыровцы, мы ограничиваем. Сейчас люди, представляющиеся мусульманами, сторонниками шариата, сторонниками Ичкерии, демократии, есть люди, которые за русских. Поэтому ограничиваться одними кадыровцами недостаточно, друзья. При всем том, что я понимаю, кто такие кадыровцы, назвать только лишь кадыровцы, это делать то, что нам указывают русские, что говорит их пропаганда. Нет. Там есть ГРУ, которые убили людей больше даже, чем кадыровцы. Даже больше. Даже если они одного убили, они преступники. Перешли на сторону русских, одели их форму, они преступники. Каждый, конечно, получает за то, что он сделал, поэтому убийца 10 человек и просто пошел в милицию работать. Это они оба на стороне русских, но они по-разному будут оценены судом. Поэтому не нужно ограничиваться только кадыровцами. И да, я их тоже не считаю чеченцами. Ни один чеченец не будет служить фашистской России. Ни один. Ни один. Да, может, они говорят на чеченском, да, может быть, у них родители были чеченцами, есть чеченцы, но они не являются чеченцами. Они враги чеченского народа и государства. Это факт. Есть ФСБ, есть ГРУ и много-много разных. Сейчас очень часто с территории Беларуси бомбят, и люди также не сильно реагируют, как и в России. Да, это тоже очень интересный такой момент. Столько людей вышло против Лукашенко тогда, да? И никто не уступает против того, что этот Лукашенко дал добро с его территории убивать украинцев. Я удивлен. Вот этим я удивлен реально. Фактически Беларусь принимает участие в войне. И они не говорят, что этого не нужно делать. Так, да, вы правы, именно безразличие. Да, чеченцы, поймите, вы независимая страна. Да, именно так. Зато как кто-то в Европе, у нас в Чечне нет такого друг друга оскорбления, унижает, экран записи делает. Не понял я, что сказал. Аснаб, признаюсь, я тоже тогда смотрел телевизор и считал, что вы террористы, но потом стал все понимать. Ничего страшного, что вы пребывали в... Я тоже пребывал ведь в пропаганде в отношении многих вещей. Там, знаете, когда были взрывы в 99 году в Москве, я реально поверил, что это Басаев сделал. Я не верил, конечно, но они так это преподносили днем и ночью во всех чайниках, из всех утюгов нам рассказывали чеченские террористы. И есть такой ублюдок. Зарекся больше не ругаться здесь в эфирах, но все равно не выдерживаю и не могу не назвать ублюдок ублюдками. Есть такой Вячеслав Измайлов с «Новой газеты», где работала Анна Политковская. Анна Политковская святой человек, который не имеет никакого отношения к вот этим ублюдкам.
Муратову, владельцу, главному там в этой газете, Измайлову, который был друг чеченцев якобы, и так далее. И есть Кац такой, сейчас он за Украину там очень много говорит и так далее. Но это подонок, мерзавец и враг Украины, поверьте мне. И Кац, и все вот эти остальные. И этот Измайлов. Так вот, я верил Измайлову. Я верил Измайлову, потому что я верил, знаете, Измайлову я верил. И как его звали-то? У вас в Украине он там в Донецке жил и недавно умер, спился. Милуар Яздешца, у Басаева интервью он брал. Короче говоря, вот этим двум людям я верил, потому что они писали правду там и так далее, и так далее. Измайлов занимался обменом пленными там и так далее, он там говорил, хорошо отзывался о чеченцах. И вот Измайлов, когда были в 99 году взрывы, а я не верил, что это Басаев, я несмотря ни на что упорно не верил, и приходит Измайлов, приводит человека, и они вдвоем садятся и рассказывают, что вот он из группы Басаева, вот этот русский там парень, и что им Басаев приказал взрывать дома, и вот они вот взрывали. И тогда я на минутку, на мгновение поверил. Потом я, конечно, разобрался, выяснилось, потом в Рязани были задержаны террористы от ФСБ, и тогда у меня просто отлегло от души, я думал, ну, наконец, понятно. И слава Господу, что он дал задержать вот этих ФСБшников. И русский Фредди Крюгер, Николай Патрушев, сказал, что это были учения, и там был сахар, и так далее. Поэтому нам много есть вам, украинцы, чего рассказать. Мы знаем всех. И чеченский вопрос – это индикатор. Это такой, как говорит Пол Гоббл, канарейка в угольной шахте. Обращайте внимание, вы, украинцы, тоже больны вот этим фашизмом, чеченофобией. Очень много людей больны. И тот же самый известный, ставший известный некрофил, насильник, убийца, садист Буданов, это выходит с вашего Донецка. И таких много было. Ваши летчики бомбили наши города и села. Принимали участие. Еще об этом говорил Джахар, по-моему, или Аслан Масхадов. Не помню. Поэтому нам нужно разобраться с этими вопросами. Просто все вот это ГБшное должно уйти, отодвинуть это и создать что-то новое, чистое. Только так мы сможем выкарабкаться. Так. Да, я понимаю, если бы хотя бы этим чинкам по заслугам пришлось, надеюсь. Чечни, которые живут чеченцы, не предатели, они на своей родине, у них нет выхода. А кто говорит, что чеченцы живут в Чечне, это предатели? Что за вздор? Когда увидела ваш канал и услышала, что говорите, поняла, что кадыровцы это не Чечня. Да, это россияне. Россияне. Слава Ичкерии это сила. Героям слава. С Беларуси каждый день вылеты самолетов. Да, Виталий, да, к большому сожалению, Беларусь принимает участие в войне против Украины, против братской соседней страны. Невероятно, конечно. Почему белорусы молчат? Да, Беларусь воюет против Украины. Вместе с Россией, да. Да, вот пытались ведь Беларусь скинуть власть. Правда, это мирные митинги, к сожалению, мало толк. Да, но можно же сейчас эти же мирные митинги, если ты не свергаешь Лукашенко, хотя бы выйти и сказать, ну не бомбите Украину, что вы делаете. Этого нет. Кац, да, нормальные понимают. Кац засланный казачок. Я вам 100% говорю. Кац, Измайлов и многие-многие. Они больше будут патриотами, чем вы. Поверьте мне. Поверьте, мы просто это уже проходили.
Да, Путин взрывал дома, чтобы начать войну в Чечне. Да, Путин с Патрушевым это делали. Делала банда ФСБ. Да, к сожалению, вы правы. Из-за кадыровцев, вероятно, у нас впечатление странное о чеченцах. Ну, видите, кадыровцев сколько? 1% в Украине воюет. Ну, почему у вас должен быть странный? Например, мы 300 тысяч людей потеряли, воюя с Россией, сражаясь с Россией. Ну, как это может быть? И после того вы все помогали. И эти кадыровцы, те, кого вы оставили один на один с фашистской Россией, и люди отдавали своих сыновей там, в милицию, в армию, куда-то, чтобы сохраниться. Потому что ты сохранял этого молодого человека, и у тебя была надежда, что твою семью не тронут. Ведь в заложниках, весь чеченский народ, он в заложниках. Поэтому не нужно акцентировать внимание, какие-то кадыровцы, мудыровцы. Да, да, их, они есть, это преступники. Обозначили, пошли дальше. Враг ФСБ, Кремль, Лубянка, вот враг. Почему о них не говорят? Кто-то Кадыров. Кто такой Кадыров? Это марионетка. Этого человека сегодня Путин сказал снят и поставить другого. Все, поставить другого. И все, нет больше Кадырова. Как вашего Медведчука. Фактически там теневой президент там и так далее, и так далее. Очень влиятельный человек. Там про него такой образ создавался. Когда его вы арестовали, а вы его не арестовывали, не трогали его каналы, какие-то законы с ними там соблюдали в отношении него. А как только вы арестовали и сказали, давайте обменяем, этот Соловьев у себя в программе сказал, мы офицеров украинских, то есть пленных офицеров, на рядовых не меняем. Агент это ноль. Агент это фигня из-под ногтей, понимаете? Для КГБ, для ФСБ, для ГРУ. А в расход пускается, не задумываясь. Какой бы он раскрученный не был. Кадыровцы. Больше, чем кадыровцы, вред вам приносят чеченские, так называемые, военнослужащие, которые служат в ГРУ и так далее. Потому что кадыровцы, они и так выполняют там какие-то там карательные функции. А эти непосредственно и внедряются и так далее. Меня 2 года назад сотрудник чеченского, закаевского, так называемого правительства предлагал работать на русских ГРУ. Ахмеда Закаева, правительство, человек, предлагал работать мне на русское ГРУ. Я сказал, что я должен буду делать. Он мне сказал, у тебя много друзей украинцев, ты должен будешь в украинскую тему. И я сейчас специально не лезу к украинцам своим, кто воюет, хотя я поддерживаю отношения. А все, кто никогда за эти 8 лет не упоминал Украину, сейчас все на украинских каналах, их всех приглашают, они все начали интересоваться этой темой. Хотя они всегда относились наплевательски, потому что, не дай бог, Украина перед началом войны чуть-чуть воспряла бы духом, кто-то хорошее слово про нее сказал, поддержал ее. Этого не было. Так что вот так вот, друзья. Да, к сожалению, вы правы. Из-за кадыровцев, вероятно, у нас впечатление страна чеченцев. Хотя считаю нужным учить историю. Да, нужно. Аслан, я сам с Израиля и очень поддерживаю Ичкерию, как свободную страну. Кэт Кинг, большое тебе спасибо. Вот я вас тоже поддерживаю. Видишь, да? Я вас тоже поддерживаю. Спасибо. Для нас очень важно. Любая поддержка не чеченцев, она важнее нам сейчас даже больше, чем поддержка чеченцев. Потому что чеченцы в заложниках, и наш голос не так слышен. Ваш голос слышно лучше. Пожалуйста, проверенную информацию я всегда выкладываю, проверенную, говорю только про факты, которые я знаю. Можете ссылаться на меня. Пожалуйста, как можно больше популяризируйте нашу тему. Говорите о том, что мы никогда не были Российской Федерацией. Мы были в Советском Союзе. Наша страна оккупирована. Вот сейчас гражданин Украины, террорист-провокатор, имперец, то есть фашист, Пономарев Илья,
заявляет, что для того, чтобы он за свободную Россию, там свободу и так далее. У меня на канале Реалити есть это видео, я вырезал этот кусок и выложил, можете посмотреть. Он говорит, ему задают вопрос, что будет, как вы к Чечне относитесь, дадите ли свободу или нет. Он говорит, мы дадим типа свободу, мы всем, ну обычно ля-ля-ля, там свобода, права, там помните, землю крестьянам, заводы рабочим, там, как большевики обещают. Ну, говорит, нужно провести референдум. Какой референдум? Ты чмо? Извиняюсь, я просто не могу просто других слов. Идешь ты за русским кораблем, Пономарев. За русским кораблем бегом. 20 лет войны. О каком референдуме ты, ублюдина, говоришь нам? 300 тысяч людей убить и говорить с тобой. Ты кто такая вообще, тварь ты? А кто ты такая вообще, такие вещи говорить? Мразь, подонок. И ты, и все, кто так думают. Что за разговоры, короче, референдум? Вы один раз у себя в фашистской России проведите референдум или хотя бы одни честные выборы. Хотя бы один раз. Твари. Сидит гнида. Сидит. Кто ты такая вообще? Давать нам свободу или референдум проводить? Мы провели референдум. Завгаев для того, чтобы показать, что Дудаев нелегитимен и народ не поддерживает, проводили референдум. И поддержали тогда все Дудаева. Просто потом русские заткнулись и не начали об этом говорить. Потому что это поддержали тогда Дудаева. 20 лет весь народ воевал против армии. Причем это народ не 40-миллионный, как украинский, а 1-миллионный. Мы воевали 20 лет. Какой референдум после этого еще можно говорить? На основании чего проводить референдум тогда? Следующий вопрос. Мы вышли из Советского Союза. Мы будем проводить референдум, выходить из Российской Федерации, в которую мы никогда не входили? Это ублюдки. Пономарев Илья, ты ублюдок. Идешь ты за русским кораблем, как и все твои Невзоровые, твои все остальные подонки и мрази. Вы кто такие? Твари, блядь. Извиняюсь, конечно, я за свои эмоции, Дион. Спасибо за подарки, Роза. Все, это не Роза, это не прочитал ник. Спасибо за подарки. Извиняюсь, конечно. Мои нервы уже просто не в порядке. Этот человек сидит в Украине. Гражданин Украины. Украина, что ты делаешь? Сама себе ты в висок стреляешь, в живот стреляешь. Вот этих ублюдков приглашай к себе. Что это такое? Спасибо за подарки, еще раз говорю, друзья. Спасибо за подарки, да. Так, смотрите, сколько много лайков поставили. И никто не распространяет, и так мало вы распространяете ссылку на наш сегодняшний эфир. Еще раз напоминаю, этот стрим я скачаю и выложу у себя на YouTube-канале Reality, где тоже вам следует подписаться. Призываю вас всех подписаться. Канал Reality. Аслан Арцуев меня зовут. Так. Я, кажется, слушаю, вроде говорит в тему, но понимаю, что он перебывается на месте. Говорить они могут, друзья. Вы даже, я же еще раз, много раз это говорю, это вы просто посчитаете, что вы никакой вообще не патриот. Например, смотрите, и до того они умеют. Словам не верьте. Сейчас мой эфир может опять выключиться, друзья. Что-то мне мой телефон опять говорит, какие-то проблемы. Когда только я начинаю вести стримы, мне постоянно они всячески пытаются мешать. Если у меня выключится, я буквально через минуту включусь, друзья. Перезагружу, все сделаю и включусь. Постоянно мешают мне проводить стримы. Что в Ютубе я веду, что вот по телефону. Что в ТикТоке, а в Ютубе я веду с компьютера чаще всего, иногда с телефона тоже. Сомневаюсь, что мы хорошо знаем вашу историю. К сожалению, Россия всегда втягивает другие народы. Да, это так. Основно, когда приходят митинги в поддержку Украины, всегда говорим за Ичкерию. Спасибо, Кэт Кинг. Так, друзья, опять у нас случился сбой. Я предполагал уже, что это будет. И вот поэтому вас предупредил, друзья. Вот так и происходит у нас всегда.
Всегда нам мешают. Нам мешают. И заметьте, другим никому они так не мешают. Аслан, вас приятно слушать. Вы говорите правду, которой нет в Оркостане. Спасибо, Кэт. Спасибо. Так, в Украине история с АЭС сейчас очень острая. Русские обстреливают очень сильно Энергодар. Это страшно. Да, это будет продолжение. Я об этом говорил. Еще раз скажу, друзья. Убийство, так называемое убийство, взрыв машины Дугиной Дарьи может быть связано с тем, что Александра Дугина отправят в Украину, и он будет грозить вам взрывом этой атомной электростанции, как фанатик, который потерял дочь и так далее, и будет выступать на суде над украинскими военнопленными. И Дарья Дугина, скорее всего, если верить тому, что говорит, как ее, одна из русских этих пропагандонш, что, скорее всего, получится так, что он будет выступать и на этом суде и будет говорить, что Дарья Дугина была убита, так как она знала про зверство азовцев там и так далее, и так далее. Я это говорю сейчас, чтобы предотвратить это, попробовать предотвратить. Когда ты говоришь эти вещи, их планы, когда ты у тебя получается разгадать, то они их меняют. Так, Слава Ичкери. Героям слава. Добрый день. Добрый. Как вы правы по поводу Дугина? Да, добрый день. Слава Украине. Героям слава. Витаю вас. Салам Машал, Давид Асан. Дели Салам Машал. Ой, Ури, Хома Укуча. Машуоль. Машуоль. Меня, как обычно, тут атакуют Ури. И мой канал, мой телефон не выдерживает. Наконец, случайно нарвался. Так, Ури, все отлично, да. Энергодаре сейчас происходит полный ужас, сильные обстрелы. Только что я смотрел новости, что от МАГАТЭ огромное количество джипов заехало прямо в Запорожскую атомную электростанцию. Да. Так, все будет ночью, что дал Ичкерия, дал мула Ури. А вы чеченец Ичкерии? Да, я чеченец. Я гражданин Чеченской Республики Ичкерия. Так. Да, мы ночью. Они вроде едут, имею в виду МАГАТЭ, но из-за обстрелов что-то никак не попадут. Вроде бы заезжали прям, я видел видео, они вот там много джипов заезжали на территорию этой атомной электростанции. Утром проснулась от сильных взрывов, есть погибшие. Однако это печально. Да, это очень плохо. Ви супер і хороший человек. Дай вам здоров'я і всім вашим близьким. Дуже дякую. Дамавенак. Дамавенак. Спасибо. Спасибо. Взаимно. И вам тоже желаю. Так. Про АЭС это уже не только Украина касается, это же весь мир по сути. А для этого и нужно, смотрите, спасибо за подарки, дома Винак. Смотрите, ситуация какая. Когда начиналась война, вообще русские постоянно кичились своим атомным оружием. И они говорили, что они всегда смогут там кого угодно там поставить в позу и так далее. Когда началась война, они начали угрожать взрывом сперва атомной бомбы, что они нанесут удар по Америке, по Великобритании. Их проигнорировали, никто всерьез не отнесся. Тогда они начали грозить, что они нанесут удар по Украине. Тогда выступил уважаемый
Борис Джонсон и сказал, что если вы нанесете атомный удар по Украине, не согласовываясь с позицией с другими государствами, членами НАТО, мы нанесем, Великобритания нанесет удар по фашистской России. Все, вопросы поэтому больше не поднимались. Никто не собирается наносить. Все. Это не просто слова. Это премьер-министр Великобритании сказал. Он просто так не говорит такие вещи. И все, после этого заткнулся Путин, Патрушев, все ублюдки заткнулись. У них остается другой способ. Они теперь должны, и по ним же нанесут удар, если они ударят по Украине. Поэтому, самое ценное в фашистской России – это жизнь Путина и Патрушева. Вот все. 90 миллионов россиян, они готовы в один день похоронить, чтобы один день прожить на этой грешной земле. И они придумали, видимо, я полагаю, другой способ, чтобы с ними заговорили. А заговорить с ними должны США, в первую очередь, конечно, США и другие западные страны, Великобритания. Им это очень нужно, очень важно, что с ними ведут разговоры, диалоги и так далее, и так далее. А никто не будет больше с ними вести диалоги и разговоры. Господи, благослови Америку. И, короче говоря, и Великобританию, и Бориса Джонсона. И они придумали другой план. Они захватывают Запорожскую атомную электростанцию, Чернобыльскую, потом Запорожскую. С Чернобыльской, видимо, им что-то не устроило, решили Запорожскую. Видимо, может, она ближе к Западу, к Европе и так далее. И начали грозиться. Мы сейчас взорвем, мы это сделаем, мы то сделаем. И в итоге тоже ноль эмоций, ноль внимания. Никто не верит, что они будут ее взрывать. Поэтому на них не обращают внимания. И тогда возникает следующий план. План, как взрывы домов в 1999 году. Просто до безобразия. Они убивают украинских военнопленных и склоняют, подстрекают, например, Фейкин подстрекал украинскую журналистку, чтобы они брали мирных людей в заложники в Украине, граждан Украины, родственников россиян и так далее, для того, чтобы обменять на украинских военнопленных. В итоге я это тоже увидел, разоблачил, все, эта тема заткнулась. Хотя одного чеченца уже, кадыровского сына одного, украинские разведчики задержали и потом обменяли. По некоторым данным даже получили 25 миллионов рублей. Ну, не знаем, насколько правда. Факт то, что гражданин Украины, Адам его зовут, украинская фамилия у него, был задержан и обменен, что ли, на, помните, украинская волонтерша, врач, забыл ее, позывной как-то был. Короче говоря, на нее ее обменяли якобы. И это плохой сигнал. У нас такая же тема также начиналась, захваты заложников, чтобы обменять на своих, а приходило к этому криминалу, бандитизму и так далее. Потом подтягиваются в эту тему криминальные элементы, которые с ФСБ вместе мутят и зарабатывают бабки, и все, и бардак получается полный. Короче говоря, это я сказал, заявил, и вроде бы, я думаю, сейчас пока никого в заложники брать не будут. Затем следующий шаг. Нужно как-то показать, что украинцы, они нарушить сакральность украинской борьбы, чистоту. Это очень важно. Кто-то может не серьезно к этому относиться, что есть русский враг, есть украинец, который должен убить как можно больше русских. И так, нет. Война это не убийство. Война только она должна быть за справедливость, и только тогда она становится сакральной, честной, справедливой. Война это большой исторический такой акт, который останется в истории и Украины, и, как мы уже видим, всего мира, в том числе и чеченцев, и американцев, и всех остальных, потому что это очень такая серьезная тема сейчас развивается. Тогда они что делают? Они убивают, или якобы убивают, мы не знаем, убита дочь Дугина или нет, но то, что взрыв машины ее произвели русские спецслужбы, ФСБ и ГРУ, я в этом не сомневаюсь нисколько. И стоит за этим непосредственно Патрушев. 100% за этим стоит Патрушев. И убивают ее, и Дугин остается жив, ему же нужно выступать, он будет таким фанатиком. Если я сейчас это все скажу, я надеюсь, что у них это не получится, и мы нарушим их правдивость, потому что
для того, чтобы объявить мобилизацию русских, нужно по этому Дугину прийти в суд в Мариуполе над украинскими военнопленными и там сказать: мою дочь убили за то, что она накопала информацию о преступлениях, о зверствах азовцев, ее, чтобы она не выступила на этом суде, ее ликвидировали. Я жив, я выжил, и я буду теперь вам показывать там за свою дочь, там невинное дитя, которое там не имело, не комбатант, это террористический акт, кто бы его ни совершил, теракт остается терактом, это убийство не комбатанта, это военное преступление, поэтому в этом плане это обычно преступление, тяжкое преступление. И вот потом Дугин может начать грозиться. Еще 100% есть какие-то заготовки, чтобы еще убедительнее это выглядело. И тогда Запад, а на Западе есть свои вот эти шредеровцы, которые скажут: о да, он сейчас взорвет атомную электростанцию, он сумасшедший, это опасно, надо разговаривать, надо с русскими договариваться. Вот их цель, чтобы им выйти из этой ситуации, ну, не опущенными, а у них не получится. Не получится. На Западе прекрасно понимают. Как только я сделал, не потому что я это сделал, но как только я сделал вот это заявление о том, что Дугин, скорее всего, будет задействован в Украине, там над этими, над судом, в суде над азовцами, что они являются, что вот убийство или инсценировка убийства или взрыв машины Дугиной является заказом спецслужб для дискредитации президента Зеленского, украинского сопротивления. На второй, через несколько дней американцы подняли уровень военного союзнического взаимоотношения с Украиной на новый уровень и прислали новых разведчиков, генералов, консультантов в Украину. Ну как после этого не сказать: Господи, благослови Америку? Просто как? Реально ребята работают. Реально американцы работают и украинцы работают. И мы все должны поддерживать Украину в этом. Украина должна выстоять железобетонно. Так, давайте я прочитаю ваш комментарий, так как вы много написали. Честно, я не верю, что они кинут ядерное оружие, хоть они и психи, но не до такой же степени. Я тоже, ну, то, что ядерную бомбу они не кинут, это уже однозначно. А вот взрыв атомной электростанции, его тоже не будет. Знаете почему? Потому что Дугин не настоящий фанатик, как его нам представят. Это симулятор, это имитатор. И я не верю в убийство его дочери. Знаете почему? Потому что взрыв машины, который произошел, это 100% дело рук фашистской российской спецслужб ФСБ и ГРУ. Исходя из того, что персона, вообще не имеющая никакого значения, ни Дарья Дугина, ни Александр Дугин, ровным счетом никакой погоды не делают. Раз украинцам это было невыгодно, можно было другой какой-нибудь террористический акт, если проводить, то проводить. Второе, то, что взяла ответственность на себя русская какая-то там республиканская армия, за которой стоит провокатор Пономарев, гражданин Украины, кстати, украинцы, поздравляю. Еще раз буду вам напоминать, пока не лишить и его, и Невзорова гражданства. Затем выживший Дугин и не погибший тоже нас наталкивает на это. Ну, какие там еще факты? Прощание с Дарьей Дугиной. Чисто такое, как будто это какой-то генсек там, да, или какой-то министр умер. Такое прощание, там везде об этом говорят, там и так далее. И в этом плане я считаю, вообще, это мое мнение, это не 100%, как некоторые вещи я могу утверждать. Я считаю, что Дарья Дугина не погибла. Она, имеющая псевдоним Платонова, человек Патрушева, как известно, фамилия Патрушева Платонович. Ее не убили.
теракт совершен спецслужбами, а раз он совершен спецслужбами и Дугин абсолютно не растерян, не видно, что он какой-то подавленном, испуганном состоянии. Да, он делает вид, что он скорбит по дочери, и все, и на этом все это как бы ограничивается. Поэтому я считаю, Дугина сделают, скорее всего, пластическую операцию и поменять. Но это не 100%. 100% я могу утверждать, что взрыв произошел машины с подачи спецслужб. Там могут быть замешаны украинцы, там могут много что быть сделано, и это, опять же, возвращаясь к чеченскому дежавю, то же самое происходило у нас. Нас тоже замешивали. И я считаю, даже если эти украинцы принимали участие в этом преступлении, про кого они говорят, даже если есть, потому что они могут представить фото, видео, там много-много других доказательств, что вот, они замешаны, да, с какой-нибудь там действующим властями в Украине может быть представлено что угодно. Но я не сомневаюсь не столько, что эти люди не виноваты, так как были использованы русскими спецслужбами. И за всем этим стоит лично Патрушев. Лично Патрушев, я считаю. Банда ФСБ и ГРУ, которые подчиняются Патрушеву. Мы пытаемся сказать, это был ГРУ или ФСБ. Как говорится, все одно, обвертки разные. Они все подчиняются по Патрушеву и Путину. Знаете, что вот кажется, этим Путин, и тогда уже все равно, даже если ответ получат. Нет, абсолютно не так. Знаете, я просто не мог понять, что вы написали. Знаете, вот кажется, этим Путиным и так далее уже все равно, даже если в ответ получат. Абсолютно не так. Это абсолютно 100% не так. Самая большая угроза, страх, это угроза их жизни. 90 миллионов русских, не задумываясь, они похоронят. И всех россиян, да, 90, не 140, как они врут, 90 миллионов, не задумываясь, они их похоронят. Для того, чтобы один просто день прожить на этом свете. Чтобы вы понимали, мистер Грозный, приветствую. Машуэль, да, Саадуэль. Поэтому это не так. Путин боится до смерти просто. Патрушев боится до смерти. И им нужно реально показать. Выслать дроны нужно. Надо заняться этим вопросом. Вот какая цель должна быть. А остальное, какие-то Дугины, это все бред, конечно. Ассаламу алейкум ва баракатуху. Ва алейкум салам. Славочки, слава миру. Героям слава. Рамзан Кадыров, шайтан. Хочется, чтобы больше людей послушали вас. Очень верно говорите. Именно поэтому, чтобы и меня не слушали, нас везде дискредитируют. Обман, ложь. Вы не представляете, сколько грязи на меня вылили. Канал мой на территории фашистской России запрещен. Представьте. На территории только мой один канал. Есть канал, у меня 35 тысяч 400 с чем-то подписчиков. Есть люди, у которых там 100 тысяч подписчиков, 30 тысяч, 300 тысяч подписчиков и так далее. Их не запрещают. Это их люди. И я вам могу сказать открыто, уверенно, из всех вот этого чеченского сообщества, подавляющее большинство, вот публично вот эти, выступают действуют по заданию фашистской России. Я вам могу назвать тех, кто не имеет отношения к фашистской России. И могу назвать тех, кто имеет это отношение. Это братья Ингулбаевы, это братья Абдурахмановы, это Мансур Садулаев со своим вейфондом. Тоже действует, получает гранты от американцев там, или от кого-то там, или от русских. И таким образом действует и распространяет. И вокруг Ахмеда Закаева, правительства Ахмеда Закаева, огромное количество агентуры. Они до того уже обнаглели, что прямо мне предложили работать на них, чтобы я там как-то на них работал. Я написал об этом заявление, я об этом публично рассказал и так далее, и так далее. Поэтому агентуры очень много, и нас всячески задвигают и пытаются нас маргинализовать. Но что бы они ни делали, умные люди нас слушают, а важно не количество для меня, а важно качество. Важно, чтобы был голос правды, голос истины. И я не один
У меня есть огромное количество друзей, сторонников, соратников. Есть канал «Антитеррор». Есть другие наши товарищи, которые занимаются. И будем дальше доводить. А вы, люди, которые хотели бы, чтобы больше о нас услышали, говорите о нас, распространяйте, пишите всем. И так далее. Ассаламу алейкум, брат. Ва алейкум ассалам. Вам бы сказки писать, говорит Танчик. Танчик, ты случайно не блондинка? Слава Украине, героям слава. Ровар, да они клетки построили, мы в шоке. Что за народ такой кровожадный? Вы даже не представляете, украинцы, насколько они кровожадные. Вы даже не представляете. У вас 87 тысяч сейчас, я смотрел, задокументировано в Мариуполе погибших мирных граждан. 87 тысяч, представьте. Тысячи убитых людей, разрушенные города. Я вас уверяю, украинцы, вы сейчас находитесь в очень хорошем положении. Не дай Бог вы проиграете им. Не дай Бог они станут хозяевами на вашей земле. Вот тогда вы их истинное лицо увидите. Даже сейчас вы его не видите. Когда они сбросят полностью маски, когда они уже не будут уже кривляться, изображать из себя нормальных людей, вот вы тогда поймете, о чем мы говорили. Поверьте. Ну, слава Богу, вы не проиграете. Да, Мула. Да кто ты такой, чтобы делать такие какие-то заявления? Я твой хозяин. А еще фото показали Дугиной. Очень странно, что человек такой целый при взрыве. Но, в принципе, восковую фигуру можно переделать, можно что угодно сделать в этом плане. Да и, как известно, в этих похоронных бюро могут собирать людей. Но я что-то не очень склонен верить, ну и что она погибла. Про Пономаревой я отдельно поинтересуюсь. Поняла, что вы на этом внимание сконцентрируете. Да, именно так, проверьте. И тоже вопрос задайте. Помните, был депутат Вороненков такой, муж Максаковой, певицы. Вот этого Вороненкова убили, когда он шел навстречу к Пономареву. И все, и как бы быстренько убрали, кого нужно, а эти живут, их никто не трогает. Доброго времени суток, Грозный. Расскажите поподробнее про Невзора. Я понимаю, он работал с Путиным, а значит, неоднозначно это все. Невзоров не просто работал с Путиным. Невзоров работал до того, как он познакомился с Путиным на вот эту пропагандистскую машину. Этот человек главный идеолог по расчеловечиванию. Это беспринципная мразь, это ублюдок, которого вы тоже хорошо знаете. И все его слова абсолютно ничего не значат. Абсолютно. Его слова ничего не значат. Это военный преступник, соучастник геноцида чеченского народа, который должен будет ответить за все. Да, Алмула. Так, залп под корягу Кремля фашняга. Так. Дядик Дуэль, свободу Чечни, свободу Украины. Далузель, нас миллион. А ты видишь, сколько тебе серебряников заплатили? Ирина и Жан. Ну вот одно и то же. Ничего мне не платят. И вообще, при чем здесь серебряники? Я что, кого-то предаю? Это предавать чеченец может, если он за фашистскую Россию. А тот, кто против фашистской России, это не предатель, это обычный чеченец. Они варвары. Что они сделали со святым городом Алеппо? С Алеппо, с Грозным, Мариуполем. Конечно, это варвары, это не люди. Пусть они друг друга передушат, Пономарёвы, Вороненковы. Ну, Вороненков, раз убит, то как минимум этот человек точно был
искренним в своем переходе на вашу сторону. Арина Безос. Люблю вас слушать. Огромное уважение. Спасибо, Арина. Спасибо. Так. Знаете, просто его последнее высказывание дали какую-то надежду на правду. По факту там, где удобно. Не верьте их словам. Смотрите на бэкграунд. Смотрите на биографию. Ни в коем случае не верьте словам. Тот, кто против, они и есть предатели. Кадыров сказал это сам лично. Или я не прав? В смысле, а кто такой Кадыров? Кадыров это человек, который, по-моему, если я не ошибаюсь, вчера его отец, кстати, украинцы, вот вам пример, например, далеко ходить не надо, чтобы вы понимали. Кадыров Ахмад был муфтием Аслана Масхадова, нашего президента. Он объявлял джихад России. Он говорил, что нужно, каждый чеченец должен убить как можно больше русских, там, или по 150 русских должен убить, чтобы победить. И так далее, и так далее. Самые кровавые вещи. Шариат, ваххабизм, вот эту религиозную риторику, исламское государство и так далее. Нам преподносил это Ахмад Кадыров, первый. Он был зачинателем этого всего. И на войне, как известно, атеистов не бывает. А чеченцы очень богобоязненные, очень верующие люди. Ну, по крайней мере, в культуре у нас это есть, хотя есть разные товарищи, конечно. И наша война была священной, как и ваша, сакральной, святой. Мы в это верили, верим. И Ахмад Кадыров на этой волне нас поддерживал, и как муфти, религиозный лидер, он говорил эти вещи, и нас это очень воодушевляло, нам это нравилось. А потом появились люди, которые по брошюркам на русском языке, напечатанных в Казани и в Москве, начали проповедовать ислам. И говорят, что тот ислам, советский ислам, который нам навязывала советская власть, он неправильный. И все чеченцы понимали, что духовное управление мусульман – это отдел КГБ России, Советского Союза России. И это очень легко принималось, воспринималось очень легко. Люди были очень мягкие, очень как проповедники они себя вели. Потом, когда эта часть ваххабистов, да, у нас их все называли ваххабистами, сейчас почему-то они обижаются, но мы все друг другу везде говорили ваххабист, начали укрепляться, укрепились. Ахмад Кадыров сказал, что это враги, их надо уничтожать. Они строили то исламское государство, о котором первым заговорил Ахмад Кадыров, и люди-то простые, руководство непростое, а люди-то обычные люди, которые верят в то, что им говорят. Много очень необразованных чеченцев было, которые повелись на этот бред, который нам навязывали из брошюрок, напечатанных в России, на русском языке причем. Если это делается для чеченцев, то почему хотя бы на чеченском это не напечатать? А нет, нужно было на русском, потому что как бы это и так далее. Ну, бред, короче, который мы, чеченцы, не смогли преодолеть. И потом Ахмад Кадыров фактически после войны в 1997 году, межвоенное время, произошла стычка ямадаевцев, которые позиционировали себя такими чеченскими националистами, это оказались российскими агентами российских спецслужб, против ваххабистов. Причем эти ваххабисты, они были не за Кадыра, не за Россию, а искренние, настоящие мусульмане это были. И ямадаевцы выступили против них, у них произошел, они убили одного ваххабиста, и который по какой-то причине там к ним подошел что-то сказать, у него возник какой-то спор, они просто взяли и убили человека, просто так убили человека. И потом ваххабисты возмутились, провокация была, чистой воды ямадаевская провокация была. И Кадыров Ахмад уже выступал не на стороне ваххабистов, а против. Но это не значит, что в среде ваххабистов не было агентуры. И в рядовых группах, и на самом верху. Самый верх это Маулади Удугов, это Халимов,
И там другие товарищи были, которые нам это все проповедовали, преподносили. И фактически чеченские националисты, которым не нравилось то, что говорят эти ваххабисты, они молодежь, умы молодежи очень быстро захватили у большей части, но многие чеченцы, традиционалисты, оставались на своих позициях и не говорили, что ну, это одно из течений ислама, там, а те говорили, что наш ислам только ислам, а остальной ислам не ислам. Ну, вначале так не было, потом это уже пришло, что они уже это все, это такая большая работа, которую проделала фашистская Россия, ее спецслужбы, что ее вот сейчас так не передать. Это все надо записывать, это нужно как-то, чтобы ничего не упустить из этого вида. Ну, я в общих чертах вам рассказываю. И в итоге получилось то, что получилось. В итоге произошел конфликт, вмешался президент Масхадов, и как бы попытались это уладить там и сгладить. А человек, который возглавлял с ваххабистской стороны, его звали Абдул-Малик, этот человек оказался искренне, ну, в этом конфликте он возглавлял. Это был воин, это не идеолог был, как там Удугов там, и другие провокаторы. Кстати говоря, Ахмед Закаев тогда с этой повязкой, он один из первых был с этой повязкой, такой импозантный такой боевик с большой буквы, нас боевиками называли. И вот эта повязка была, потом Дагестан, когда Ахмед Закаев очень везде себя запятнал. Он и против Масхадова выступал, когда тот президентом становился, и так далее. Там просто если начать копать, очень много можно накопать и на этого деятеля. Поэтому в этом плане произошел раскол, был сделан раскол. Потом Абдул-Малик, тот ваххабит, который в Гудермесе возглавлял вот это с ваххабистской стороны сопротивление, он до конца сражался и погиб, что доказывает, что этот человек был искренним в своих побуждениях. А Ахмад Кадыров перешел на сторону русских. И потом выяснилось, что это был старый агент КГБ. А он и был старым агентом КГБ. И сейчас эта агентура у нас тут работает. И сейчас есть и ваххабисты, и националисты, и ичкерийцы, и все такое, которые мутят воду. Украинцы. Я не призываю, наоборот, я этого боюсь, шпиономании, вот этой большой, вот подозревать всех. Но я вам рассказываю вот эти случаи, которые у нас были, а это те же методы, это не чеченцы действовали, это действовали российские спецслужбы через чеченцев. Поэтому методы, брошюрки, образование у них одно, методы одни, поэтому вы это должны знать и быть очень аккуратными и осторожными во всем этом, друзья. Так, Рогар, так, кто такой Кадыр? Так, хотел задать вам вопрос, почему Кадыров возглавил государство тогда, а теперь стал понятней? Хочу Кадыров возглавил государство тогда, а теперь стало понять. Кадыров не возглавлял государство. Его Аслан Масхадов назначил муфтием. Он очень заступался, поддерживал Масхадова и так далее. И Аслан Масхадов был очень наивным и как военный человек абсолютно не понимал политику. Это лицемерие, ложь и так далее. И его фактически использовали как могли. Так. Аслан Хамзатович, очень интересно вас слушать. Дуже дякую, Виталий. Дуже дякую. Так. Вы тут между собой общаетесь, все, вы Ичкерия, да, мол. Аслан, кто убил Кадырова? Кутин Чешок, Гивня убил Кадырова. Гибня убила Кадырова. Гибня убила. Я полагаю, это сделали люди Патрушева. Я думаю, это было сделано для того,
чтобы Рамзан Кадыров, который имел 3 класса образования, знаете, есть такое интервью Путина в Чечне. Он приехал в Чечню, и там этим чеченоговорящим дает интервью, и ему говорят, а как вы там, как вы относитесь там к Кадырову, как вы там познакомились? Он говорит, когда первый раз Кадырова привели, я думал, он не умеет разговаривать. Мне казалось, он рычит. Вот так же разговаривает. И у меня возникает вопрос, как вы думаете, если вы являетесь президентом страны, и вам приводят губернатора, потенциального кандидата в губернаторы, и этот человек вот так разговаривает, не говорит, а рычит. Как вы думаете, вы назначите его? Ваш же регион это? Это говорит о том, что Кадырову чем тупее, чем глупее человек, тем он нужнее Путину и фашистской России. И Путин фактически в этом сам признался. Они убили Кадырова, потому что Ахмад Кадыров при всем своих отрицательных качествах был не глупым человеком, я бы даже сказал, это был умный человек Ахмад Кадыров. И столько людей ему удавалось облапошить. Единственное, Шамиля Басаева ему не получалось ему облапошить. А так ему удавалось столько лет обманывать людей. И поэтому, я так полагаю, ФСБ или ГРУ, кто там, патрушевцы, Рош, решили убрать его, чтобы Кадыров, Рамзан был более управляем, подчинен. Я уверен, что это были русские. Я уверен, что это были русские, кто его убрал. Так, да, я с тобой согласен. Так что сын предал отца. Да, фактически так и получается. Я думаю, он знает, Рамзан Кадыров знает, что русские убили его отца. Я думаю так, да. Да. Ну, я не удивлюсь, если Кадыров там предатель отца, памяти отца и так далее, можно сказать, что это невозможно там. Ну, нету ни одного преступления морального, уголовного, которое не совершил Рамзан Кадыров. Поэтому еще одна ступень, там, предательство памяти отца там, или отца, ну, в этом тоже ничего. Он народ предал, людей предал, окружение свое предал, всех и вся предал. Поэтому нормально. Для него это нормально. Так что вот такие вот дела, друзья. Друзья, я на этом свой стрим закончу. Так, еще вопрос. Как думаете, Кадыров боится же Путина, поэтому содействует или больше большие деньги? И то, и то. И то, и то. Он полностью управляем, контролируем ФСБ России, и у него нет никаких шансов вырваться и так далее. Ну, за это тебе дают деньги, власть, и ты за это держишься. Тебе становится это приятным, ну, живешь свой этот данный Богом тебе отрезок жизни, доживаешь и все. Столько грязи, да, Ирина, это точно, столько грязи фашистская Россия ваша нам принесла. Сейчас все чеченцы боятся Рамзана. Зумруд. Нет, Рамзана никто не боится. Не потому, что там какой-то Рамзан. Там мог оказаться кто угодно. Там может быть собака оказаться. Путинская собака, как-то лабрадор, как Конью его зовут. Она могла там оказаться. Вы же боитесь, что вас собака укусит? А если она всех ваших родственников заживо сожгет, вы этого боитесь? Вот именно этим занимается фашистская Россия у нас. Вот такие вот дела. Спасибо, Кэт, за похвалу. Читать не буду твой комментарий. Ну, чтобы и так я уже слишком... Вы захвалили вы меня сегодня. Аслан, там эфир хириуи таган пятница, да? Дайте канам хириуи, да, Allah. Какой сегодня день недели, друзья? Четверг. Да, завтра будет стрим на русском языке на канале Reality в 9 часов.
Постараюсь. По Берлину 9 часов. Люди добрые, закройте тему про женщин, только боится Всевышний Аллах, а Кадырова мы не боимся. Так, спасибо за эфир, каждый раз много информации, правда. Спасибо, спасибо, Жаки, спасибо. Всего самого хорошего, друзья. Слава Украине, все будет Ичкерия. Господи, благослови Америку, друзья. Это им очень не нравится. И еще раз, Господи, благослови Америку. Всего самого хорошего, друзья. Адикюэль Маш Ойл.